Село Панфиловское. Без 10:07 утра, 12 марта, мы наконец-то прибыли к памятнику Панфилова. Но мы покажем, в каком состоянии он сейчас находится. Я всем вам передаю привет. Огромное спасибо за то, что вы взяли шефство над памятником Панфилова, что вы его сейчас ремонтируете. Очень рады будем посетить, если у нас будет возможность. Если не я, то посетит моя сестра, которая часто бывает у вас. Низкий поклон вам за этот труд. Большое спасибо. Приезжайте к нам. Сегодня по-настоящему знаковое событие, и знаковое оно потому, что в такие моменты принято говорить, размышлять о главном. В эти дни мы отмечаем 85-летие военного подразделения, которое было создано этим героем, а именно генерал-майором Иваном Васильевичем Панфиловым. В 1941 году, когда фашистские оккупанты стояли на подступах к Москве, была сформирована 316-я легендарная стрелковая дивизия под руководством Ивана Васильевича Панфилова. Хотелось бы сказать слова благодарности компании «Центр Азия Кэпитал», ее руководителю Антону Андреевичу Собину, который обеспечил фактически проведение всех этих работ. Скульптора, который реставрировал памятник Ивану Васильевичу Панфилову, Ивана Юрьевича Дубровина из специальной литейной мастерской «Дубровин», который воссоздал памятник в том виде, в котором он был.
ректора Российско-Киргизского славянского университета Волкова Сергея Юрьевича, который вместе со своим коллективом жил этой идеей и, в общем-то, сподвиг и нас для того, чтобы мы стали относиться к этому как к необходимому и нужному делу. Сегодня мы отдаем дань уважения великому человеку, великому военачальнику, герою Советского Союза Ивану Васильевичу Панфилову. Вместе с тысячами своих бойцов он остался в наших сердцах как символ верности своей Родины и своей стране. Сегодня перед нами стоит задача сохранить нашу победу и нашу общую совместную великую историю. И мы сможем это сделать. Я благодарю всех, кто сегодня пришел на это мероприятие. Всех, кто приложил усилия для восстановления памятника генералу Панфилову. Наша семья Вайкадамовых-Панфиловых и тех Панфиловых, которые живут сейчас в Москве, искренне благодарим вас за это участие. Сегодня мы видим, что усилиями неравнодушных студентов, неравнодушных людей при поддержке российского посольства эта акция свершилась. Мы видим сегодня восстановленный памятник Панфилову, человеку, легенде, я не побоюсь так сказать. Сегодня мы открываем не просто отреставрированный памятник герою Советского Союза Ивану Васильевичу Панфилову. Мы возвращаем этому месту память, уважение и значение, которое оно должно иметь для всех нас и будущих поколений. Когда мы впервые приехали сюда, состояние памятника было тяжелым. Разрушенный постамент, осыпающаяся облицовка, разбитые плиты, отсутствие информационной таблички, о ком памятник. Но самое тревожное было даже не это, а ощущение забытости и забвения. Идея реставрации появилась после одной из встреч со студенческим активом, где студент КРСУ Максим Белов, он, собственно, и обратил внимание на состояние монумента и предложил университету стать площадкой для координации и восстановления. С этого момента началась большая совместная работа. Я убежден, что патриотизм начинается с уважения к своей истории, к людям, которые защищали Родину, и к памяти о них. Сожалею, что не могу сегодня быть в столь значимый для меня день с вами рядом на открытии памятника Ивану Васильевичу Панфилову. Но знайте, что всем сердцем я нахожусь с вами. Хочу всем вам пожелать, что тот мемориал, который мы с вами все вместе отреставрировали, это будет назиданием и вечной памятью о герое Советского Союза, о всех тех людях, которые защищали нашу Родину. Мне очень приятно, что это уже 9-я работа в Кыргызстане, которая выполнена Литейным домом Дубровиным. Я хочу всем пожелать вам крепкого здоровья, счастья. Для нашего фонда Central Asia Capital участие в восстановлении памятника – это знак уважения к истории, ветеранам и памяти о людях, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проекта. Это органы местного самоуправления, органов Кыргызстана, посольства Российской Федерации, ректора Кыргызско-славянского университета, местных жителей, студентов, строителей и всех, кто принимал участие. Хочу поблагодарить всех,
кто участвовал в реконструкции памятника, поддерживал проект и помог довести его до сегодняшнего дня. Пусть это место еще долгие годы напоминает о подвиге, который нельзя забывать. Важное событие с точки зрения сохранения исторической памяти, с точки зрения долга тем великим людям, которые обеспечили нашу современную жизнь. Памятников немало еще остается тех, которых стоит реставрировать, которых стоит приводить в порядок. Вот сегодня наши коллеги, в частности ректор КРСУ, говорил о том, что необходимо обустроить и напротив есть стела, которая тоже посвящена павшим в Великой Отечественной войне, с известной, с важной записью «Никто не забыт, ничто не забыто». Но на нее сейчас, если честно, страшно смотреть. Я думаю, что к следующему году, к 9 мая, необходимо и ее привести в порядок. Ну и вообще, провести такую небольшую ревизию. Каждый в своем районе, каждый в своей области. Пусть посмотрит. Патриотическое воспитание, которое, несмотря на то, что Панфиловка удалена от Бишкека на определенное расстояние, но у патриотики нет расстояния. И те ребята, которые приезжают сюда выступить, вальс Победы станцевать, помочь в реставрации, провести субботник, это их желание, никто не заставляет никого. Хотим – делаем. Мы объявляем, говорим, автобусы будут тогда-то, едем делать. И есть результат у этой работы. Сделаем хороший сквер. Здесь уже точка притяжения. Сюда приходит молодежь. Нам на субботнике, относительно недавно, которые мы проводили, нам помогали детки с детского сада и со школы. Вот это все складывается в такой, как молодежь сейчас говорит, хороший хайп, в котором им комфортно находиться.